Участок 721 практически готов принять избирателей. Вопрос технического оснащения уже решен. Установлены кабинки для тайного голосования, созданы места для общественных наблюдателей от политических партий. Провели работу по пригласительным билетам, работаем уже со списками избирателей и идет интенсивная подготовка к выборам. Кабины, стационарный ящик, переносные ящики. В принципе, у нас медицинский кабинет, комната для молитвы. Есть место, где дети будут, если будут приходить вместе с родителями, есть место, где дети могут свободно поиграть, посидеть. Бюллетени для голосования поступят в УИК со дня на день, уже 8 сентября. Всего же на участке зарегистрировано более 1500 избирателей, часть из которых будет голосовать дома. К ним члены избиркома выйдут с переносными урнами для голосования. Многие сельчане заранее определились, напротив кого они будут ставить галочку. Это гражданская ответственность, я считаю, это долг каждого жителя. С выбором определилась. Надеюсь, избранный мною кандидат будет достойным кандидатом и решит по мере возможности наши наболевшие вопросы, нужды наших жителей. Законность, прозрачность и безопасность на выборах в приоритете. На участках предприняли необходимые меры для предотвращения всяческих нарушений и фальсификации. Все меры предосторожности предусмотрены. У нас есть стационарный металлодетектор, есть ручной металлодетектор. В этот день обычно присутствуют и представители МЧС, бывают представители правоохранительных органов. Естественно, на участке будут наблюдатели от разных партий. И надеемся на то, что у нас этот день пройдет без эксцессов. Надеемся на то, что все будет хорошо. Уже 10 сентября пройдут прямые выборы глав более 20 субъектов страны. Еще в 20 будут голосовать за депутатов законодательных собраний, а в 11, в том числе и в Ингушетии, депутатов местных органов власти. Выставили кандидаты от 4 партий, 37 человек, 15 мандатов. Надеюсь на то, что у нас избиратели активно в день голосования придут и исполнит свой гражданский долг. Чтобы принять участие в голосовании, при себе нужно иметь только паспорт. Узнать свой УИК можно сразу несколькими способами: на портале госуслуг или в администрации или мэрии своего населенного пункта. Тамара Хшагульгова, Хамзат Халухоев, Новости 24.